Сохранить память о подвиге предков в веках. Чтобы высадить 27 миллионов деревьев в честь защитников Родины по всей стране, нужна командная работа и полная отдача своему делу, как и у этих юных волонтеров. Они из 2000 человек по всей Ингушетии получают почетные грамоты от Министерства природных ресурсов и экологии. любой кадом му хамдали дик хамдали хайка до хамай кичи долш новости долш хадваш дошло бел рез колшон. Эко-волонтеры посчитали своим долгом присоединиться к акции по посадке живых памятников. Поэтому участвовали с большим вдохновением. Кто-то из них занимается волонтерством не первый год, а для кого-то добровольчество стало чем-то новым. Но каждый здесь присутствующий внес свою лепту в закладку сада памяти. Грамотами наградили 150 юных экологов. Университет продвигает своих студентов в такие направления, разные волонтерские. Я этим заинтересовалась, потому что люблю приносить пользу людям. Это максимально приятно находиться в таких компаниях. А самое важное, наш труд очень ценят. Акция «Сад памяти» нашей республики прошла на уровне, потому что при подготовке мы смотрели, как другие регионы ее проводят. Мы, кстати, были одними из первых волонтеров. Сама акция разово, красиво очень прошла, и думаю, что мы провели ее как минимум достойно. Первая международная акция состоялась в 2020-м и была приурочена к празднованию Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной. Она охватила всю Ингушетию – Сунджу, Нестеровское, Троицкое, Малгобек, Магас и даже Датых. География обширна. Участвовали депутаты, единороссы, студенты и простые жители. Эти ребята, мы их награждаем, решили поощрить не только потому, что они в рамках этой акции. Это ребята, которые безвозмездно участвуют во всех мероприятиях нашего министерства, которые по первому нашему зову всегда присоединяются, и тем более присоединяются к нам бескорыстно. И в этот священный месяц Рамадан мы решили и наградить их, и чтобы более 150 волонтеров сегодня отпустили ифтар. Думаю, что в следующем, уже после окончания Рамадана, мы уже будем собираться уже на природе. Акция «Сад памяти» проходит под эгидой Всероссийского сообщества «Волонтеры Победы». Она продлится вплоть до 22 июня. Хава Газикова, Адам Далаков. Новости 24.